Добро пожаловать на подкаст IT-инсайдеры, проект, реализуемый Академией цифрового развития при поддержке группы Софмар, ее основателя, предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Сегодня мы продолжаем обсуждать, как цифровизация преобразует регионы России, уделяя особое внимание Республике Ингушетия. Наш гость Азамат Чахкиев, директор филиала компании Ростелеком в Ингушетии, одного из лидеров в сфере цифровых технологий и телекоммуникаций. Мы поговорим о том, как Ростелеком участвует в цифровой трансформации региона, внедряет умные решения для городов, поддерживает борьбу с киберугрозами и помогает молодым специалистам находить свое место в быстро меняющемся мире IT. Азамат, благодарим вас за участие в нашем подкасте, и начать нашу беседу я бы хотел с вопроса, который волнует многих жителей нашего региона. Что такое Ростелеком? Это экосистема или все-таки IT-компания? Сегодня Ростелеком – это компания, которая занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет, платного телевидения и мобильной связи. На сегодняшний день количество наших клиентов по услуге интернет, по оптическим технологиям составляет более 12,5 миллионов абонентов. Ростелеком входит в топ-3 мобильных оператора по стране с абонентской базой более 48 миллионов абонентов. Плюс компания развивает видеосервис Wink со своими партнерами, который среди кинотеатров занимает второе место по количеству живых подписчиков, активных подписок, так называемых. Плюс Ростелеком является признанным технологическим лидером в области инноваций в сфере государственных цифровых сервисов, здравоохранения, образования, биометрии, больших данных и облачных решений. И здесь можно отметить тот факт, что компания последовательно занимается импортозамещением, разрабатывая собственные программные обеспечения и телеком-оборудование. Если говорить про филиал, то если раньше к нам обращались за услугами интернет и телефонии, нас воспринимали как оператора, то теперь к нам приходят за комплексными решениями в сфере цифровизации под ключ. Азамат, а какие технологические компетенции сегодня позволяют Ростелекому быть лидером в сфере цифровизации и какие конкурентные преимущества вы используете? Для достижения лидерства на рынке цифровизации, а также для, скажем так, поддержания этого лидерства компания использует ряд технологических компетенций. Назову основные. Во-первых, это богатая инфраструктура сети. На сегодняшний день Ростелеком обладает собственной магистральной сетью, которая составляет более 500 тысяч километров, и местной сетью, которая составляет более 2,5 миллионов километров. Это позволяет нам покрывать всю территорию Российской Федерации, передавая любой вид информации, голос, видео, файлы. Плюс сюда же можно отнести работу с облачными платформами, которые позволяют нам собирать, управлять данными и давать доступ к нашим облачным платформам для наших клиентов. Плюс сюда же можно добавить работу с большими данными, что позволяет нам собирать, анализировать большой объем информации, который мы можем применять в дальнейшем для персонализации предложений и для улучшения качества своих услуг. Сюда же можно отнести и работу в сфере кибербезопасности, защиты информации. Также можно отметить нашу работу со стартапами. И хотел бы еще задать вопрос, как у вас выстраивается сотрудничество между региональными и федеральными органами власти при реализации проектов цифровизации? Ростелеком активно работает с органами государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровне, предлагая различный спектр услуг для улучшения государственной инфраструктуры. Наверное, не будет ни одного масштабного проекта, в котором Ростелеком, на уровне страны, в котором Ростелеком не участвовал. Практически к любым интеграционным проектам в масштабах страны Ростелеком имеет отношение. Например, компания является ключевым партнером государства по программе «Цифровая экономика», «Цифровая трансформация», куда входят проекты «Умный город», «Цифровой регион», устранение цифрового неравенства, УЦН 2.0 проекты. Если говорить про строительство сети, программу УЦН, в рамках этой программы мы
строим точки доступа в интернет в отдаленных населенных пунктах, то есть упор идет на отдаленные населенные пункты. В этой же программе участвовала и Республика Ингушетия. В рамках этой программы были построены точки доступа в интернет в отдаленных населенных пунктах Сунжинского и Джейрахского районов. Плюс сюда же можно отнести проекты по кибербезопасности и защите информации. Компания Solar, которая входит в группу компаний Ростелеком, на сегодняшний день обслуживает более 1000 крупных промышленных предприятий в стране. Плюс наша компания реализовывает проекты по переводу формата взаимодействия различных ведомств, предоставляющих услуги, на электронный. Ну, здесь, наверное, все слышали про портал госуслуги, который разработала, обслуживает и развивает наша компания. Помимо этого, есть еще много проектов, которые можно перечислять и перечислять. Мы на них останавливаться, наверное, не будем. В то же время мы поддерживаем и различные социальные проекты. Говоря вот на примере нашего филиала, за последние 2 года мы по соглашению с Министерством природных ресурсов выделяем финансирование и участвуем в посадке деревьев на Сунжинском хребте нашей республики. Мы занимаемся партнерством, скажем так, и финансируем различные спортивные соревнования. Одно из последних – это межрегиональный турнир по самбо, приуроченный к столетию ингушской государственности. Плюс сюда же можно отнести и образовательные различные проекты, такие как азбука интернета, цифровое образование. В цифровом образовании в проекте, это вот сам проект, он предполагает расширение кругозора и повышение, скажем так, квалификации и получение знаний в области цифровизации для наших студентов. В этом проекте активное участие принимал и наш Ингушский государственный университет. Азамат, мы знаем, что в декабре 2023 года глава региона Махмуд Али Калиматов утвердил стратегию в сфере цифровой трансформации в отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Ингушетия. И хотелось бы узнать, какую роль в этом играл Ростелеком. Стратегия цифровой трансформации Республики Ингушетия разработана Министерством промышленности и цифрового развития региона совместно с нашей компанией. Ее внедрение, ее реализация позволит региону снизить расходы на все виды сделок в республике, в экономической деятельности, оптимизировать различные бизнес-процессы и улучшить среду для развития и жизни наших жителей. Стратегия содержит в себе 61 проект по 9 социально значимым сферам. Это и здравоохранение, и образование, экология, природопользование, промышленность, сельское хозяйство и так далее. Реализация этой стратегии позволит не только улучшить IT-инфраструктуру и повысить цифровую зрелость региона, но и исполнить показатели государственной цели цифровая трансформация, утвержденная указом президента Российской Федерации. Помимо этого, вот на открытии школы 21 и Академии цифрового развития было сказано, что пора Ингушетии менять вектор и сознание людей. Эта стратегия позволит в том числе поменять мышление и сознание наших жителей, позволит людям по-новому посмотреть на технологические различные процессы. Работа по реализации стратегии позволит также улучшить IT-инфраструктуру в регионе. Такая модернизация. Модернизация, да. Этим, в принципе, и мы занимаемся в своей повседневной деятельности. Если говорить про рынок B2C, абонентская база нашей компании, нашего филиала увеличилась за последние 2 года в 1,5 раза. Мы построили такие локации, как Карабулак, Сунжа. Мы построили такие сельские поселения, как Восточный, в Сунжинском районе, Газиюрт, Алхасты, Галашки, Джейрах, Гули и так далее. Мы уже разгоняем скорость до 1 гигабита в секунду. И раз уже мы заговорили про рынок B2C, хочется отметить, что к нам обращались наши клиенты с просьбой дать возможность так называемой халяльной рассрочки. Мы эту возможность нашим клиентам дали.
Мы с июля месяца убрали штрафы, пени и всякие вот проценты с наших договоров именно по продаже оборудования в B2C. И на сегодняшний день даем так называемую халяльную рассрочку. И в отличие от классической формы халяльной рассрочки, которая вот работает в республике, да, у нас стартовая цена, она не меняется. То есть и прямая покупка, условно, там за 5000, и оборудование в рассрочку тоже, условно, там за 5000. Это очень замечательное решение для наших жителей, если честно. Азамат, мы знаем, что одним из ключевых проектов, которые реализуются Ростелекомом, является создание и внедрение умных решений для городов. Что такое умный город? С 2015 года наша компания участвует в реализации различных проектов по программе «Умный город». Уже реализовано более 700 проектов практически на всей территории Российской Федерации. В 2019 году программа «Умный город» трансформировалась в более такое обширное понятие «цифровой регион». Экосистема цифрового региона от Ростелекома включает проекты в 3 областях. Это безопасность, это комфорт, это управление. Если говорить про конкретные проекты, то здесь можно выделить такие крупные проекты, как безопасные города, системы оповещений, интеллектуальные транспортные системы. Здесь же можно сказать про интеллектуальное видеонаблюдение, ну и так далее. Азамат, а какие еще цифровые решения внедрены на территории Республики Ингушетия и как они в целом меняют качество жизни и меняют в целом инфраструктуру нашего региона? Ну, решений много. Мы в своей повседневной деятельности внедряем различные решения в различные сферы бизнеса, госуправления там и так далее. Но если говорить о крупных, таких масштабных на уровне региона, я бы выделил систему оповещения на территории республики, созданную, создаваемую с 2013 года. И вот практически в прошлом году мы закрыли очередной этап этой системы. Здесь можно сказать про систему 112, электронное правительство. И в этом году совместно с Министерством здравоохранения республики мы реализовали проект «Голосовой помощник». Если говорить поконкретнее, вот возьмем условно систему 112, что она дает людям, какие, скажем так, возможности. Человек может, сидя дома, позвонить на короткий номер 112 и попросить соединить его с одной из 6 служб, которые есть в этой системе. Скорая помощь, милиция. Так точно, да. То есть здесь человек может позвонить. Если он, например, где-то потерялся, попал в аварию, не знает, где он находится, оператор на том конце видит его местоположение, и он может там сэкономить вот это вот время разговора и быстрее направить ему, как говорится, скорую помощь, МЧС там, и так далее. Понимая, в какое время мы живем, мы можем сказать, что на территории практически всей республики распространено, скажем так, стоит оборудование централизованного оповещения. Если говорить про электронное правительство, то человек может сделать заявку, не стоять в очереди за получением, в живой очереди за получением какой-то там услуги. Он может сделать заявку и прийти уже за готовым там документом, справкой там, и так далее. Также мы ежегодно оказываем услуги видеотрансляции в дни проведения ЕГЭ. Есть проекты ЕСПД, так называемые, то есть это подключение различных учреждений к интернету, в том числе школ, ФАПов, амбулаторий и так далее. Азамат, а с какими основными вызовами сталкивается процесс цифровизации в нашем регионе? Как и в любой деятельности, в своей работе мы сталкиваемся с определенными проблемами. Их много, к сожалению, но если говорить прям про конкретные такие основные проблемы, здесь в первую очередь можно выделить энергетиков, как бы это ни звучало. Наверное, все коллеги по цеху меня поддержат. Отсутствие бесперебойного электричества, постоянные скачки напряжения создают нам часто проблемы. Плюс вопросы земельного характера, отсутствие красных линий, вопросы с правом собственности, они тоже, к сожалению, на них уходит очень много сил и средств. Как говорится, условно там где-то происходит какая-то авария, у нас строгие СЛА в компании, нам приходится туда выезжать, мы выезжаем на место, трактор перекопал всю канализацию там на определенном участке, порвал все кабеля, как говорится, а человек
выходит и говорит, что это его земля, как говорится, его участок, и приходит с документами, там, буквально полученными в прошлом или в позапрошлом году, а мы понимаем, что у нас со всеми документами порядок, и вот такие вот ситуации нам осложняют восстановление строительства этих кабельных канализаций. Мы уходим в суд, и вот все вот эти вот процессы, они занимают очень много времени и очень много средств. Плюс эти процессы, они затягиваются, у нас каждый год все больше и больше судебных процессов именно по земельной части. Сюда же можно отнести все-таки цифровую зрелость региона, условное ведомство, в которое мы внедряем там проекты по автоматизации какого-то процесса. Люди на местах, сотрудники тяжело воспринимают новые какие-то решения, и сервис, который мы внедряем, вроде бы для улучшения производительности, он работает наоборот. Начинаем углубляться в проблему, то есть человек привык к определенному алгоритму, ему сложно перестроиться. И здесь больше вопрос обучения, мне кажется. Мы на каждом этапе внедрения, с каждым решением предлагаем обучать сотрудников в тестовом периоде, обучать после начала работы уже в промышленной эксплуатации. Поэтому я думаю, этот вопрос сам собой отпадет. Плюс здесь можно выделить, как и по всей стране, отсутствие квалифицированных кадров. И в нашем регионе я бы еще добавил сюда их непостоянство. То есть мы берем условных ребят, выездников, там, инженеров, инсталляторов там, и так далее. Мы их обучаем, то есть мы их не кидаем сразу в работу. Мы сначала занимаемся их обучением, несколько месяцев они проходят определенные курсы, практику, и буквально там через несколько месяцев человек приходит и говорит: я переезжаю там в другой регион или уезжаю на вахту там, и так далее. То есть есть проблемы именно с постоянством наших ребят. Азамат, а давай для наших телезрителей на конкретных примерах расскажем, как цифровизация меняет жизнь, обеспечивает безопасность и в целом качество жизни. Если мы говорим про современные сервисы, телемедицина, онлайн-образование, онлайн-кинотеатры, онлайн-игры, все это стало возможным благодаря цифровым услугам и связи. Человек может на сегодняшний день, сидя дома, провести консультацию с врачом, вызвать врача на дом. Человек может посмотреть оценки своего ребенка в электронном дневнике, или даже вот сидя здесь, мы с тобой можем открыть дверь дома, подключившись к умному домофону. То есть все эти услуги, они позволяют человеку экономить время на все процессы, происходящие в его жизни. Мне кажется, это скорее вопрос времени, пока вот эти вот услуги, они идут, как говорится, медленно, но буквально в ближайшем будущем, 3-5 лет, мне кажется, это будет то же самое. Все эти услуги, все эти сервисы, они будут востребованы так же, как смартфоны. То есть, если представить жизнь 20 лет назад без смартфона и сейчас, то это вот большая разница. Мне кажется, с этими сервисами будет такая же история, и всему, как говорится, свое время. Давай тогда перейдем к следующему вопросу. Как Ростелеком помогает молодым специалистам и какие в целом существуют программы для их стажировки? С молодежью мы работаем с большим удовольствием. Для информации, ингушский филиал является самым молодым филиалом по среднему возрасту сотрудников. Средний возраст составляет 38 лет. На молодежь у нас особый фокус, мы следим за их карьерой, за их развитием. У нас есть различные программы для их развития, в числе которых можно выделить, помимо стажировок там, классических, да, где студенты и технических, и нетехнических специальностей приходят к нам за практикой и участвуют в реализации реальных кейсов, я бы хотел отметить онлайн-университет. То есть это такая кладезь знаний внутри Ростелекома, где каждый сотрудник молодой, приходя, может повышать свои компетенции или прокачивать скиллы, как сейчас модно говорить. То есть там есть информация, начиная там, от финансов и базы там, базовых бизнес-процессов и заканчивая кибербезопасностью и блокчейном. Плюс у нас проводят хакатоны, где дают конкретные кейсы на разработку различных приложений, и наши молодые специалисты могут разрабатывать приложения и различные сервисы для наших клиентов.
У нас есть собственные лаборатории по разработке различных решений, где тоже принимают решения молодые специалисты. У нас есть внутренний портал идей, так называемый, где каждый специалист, каждый сотрудник нашей компании может предложить свою идею по оптимизации определенных процессов. Победители по этим идеям, они получают финансирование и возможность реализации своих проектов. У нас есть программа наставничества, то есть мы не кидаем, скажем так, сразу в бой наших молодых специалистов. Мы их сначала обучаем в онлайн-университете, и мы даем им наставника. То есть каждый молодой специалист, он двигается со своим наставником определенный период времени, пока он не обучится, пока он не начнет уже полноценно работать. Плюс у нас есть внутренние вакансии, мы следим за карьерой наших молодых специалистов, мы предлагаем им различные вариации. У нас в республике тоже есть ребята, которые из ингушского филиала переехали в более большие, скажем так, филиалы, в том числе в столицу нашего государства. Говоря о специалистах, мы знаем, что Академия цифрового развития и открытая на ее базе школа 21 у Сбера в Ногайсе готовит специалистов в области цифровой экономики. Как вы оцениваете роль таких образовательных проектов для региона? Оцениваю положительно. Во-первых, такие площадки, они очень нужны нашей республике, нашей стране. Это площадки, которые дают возможность молодым талантливым ребятам находить себя, находить для себя то направление, которое их интересует, давая им доступное образование и давая возможность именно образования на местах. Они формируют новую культуру, новое мышление людей и создают, скажем так, людей будущего, людей, которые участвуют в развитии цифровой экономики нашей стране. Мы, в свою очередь, тоже стараемся участвовать в различных образовательных процессах, о которых я говорил выше, такие как азбука интернета, цифровое будущее и так далее. В образовательном кластере Академии цифрового развития есть бизнес-акселератор Ингушетии, резидентами которого являются как начинающие предприниматели, так и опытные бизнесмены, которые реализуют свои проекты на территории Ингушетии. Они начинают, запускают и масштабируют свои стартапы. Насколько компания открыта к сотрудничеству с такими стартапами? У компании есть стратегия по работе со стартапами, есть множество вариантов работы с перспективными стартапами, особенно связанными с направлениями биометрии, искусственного интеллекта, и всех направлений цифровизации. Есть различные виды финансирования, это и прямые инвестиции, и пассивное финансирование, так называемое, и покупка акций и так далее. У нас есть внутренние акселераторы и инкубаторы свои. Мы работаем с венчурными фондами и инвестиционными фондами, что позволяет нам выявлять наиболее перспективные стартапы. Плюс мы даем возможность партнерства. Это позволяет стартапам иметь доступ к информации и к нашей экспертизе. Ну и мы подходим к концу, и в завершении нашего подкаста я бы хотел задать вопрос, который, скорее всего, будет интересовать всех наших зрителей. Это какие основные навыки нужны для IT-специалистов в условиях цифровизации? С развитием цифровизации, я думаю, меняется отношение работодателя к сотрудникам, требования меняются в сторону многозадачности, многофункциональности и так далее. Но основные базовые характеристики, навыки, они остаются неизменными. Это и целеустремленность, что, на мой взгляд, самый важный из всех навыков, которые может иметь сотрудник, потому что приходит человек с хорошим бэкграундом, но ты на него смотришь, и у него нет никакой заинтересованности. Нужны люди, которые знают, чего они хотят, в первую очередь. Нужны люди, которые умеют делать презентации. Сейчас, если раньше презентации делали вручную, то сейчас это можно делать с помощью искусственного интеллекта. То есть навыки работы с искусственным интеллектом, я думаю, это ближайшее будущее. Помимо этого, все основные базовые навыки, которые есть, они будут просто модернизироваться, они будут чуть-чуть меняться, но база, она остается. Языки программирования, разработчики, проектировщики различных приложений, интерфейсов, сервисов и так далее, они всегда будут востребованы. Наша компания открыта для
молодых специалистов, я думаю, в ближайшем будущем мы будем только развиваться и развивать нашу республику в направлении цифровизации. Ну а на этом наш подкаст подходит к концу, Азамат. Благодарим тебя за то, что ты сегодня стал нашим гостем, за эту содержательную беседу и за ту ценную информацию, которую ты сегодня дал. Мы сегодня узнали, какую важную роль играет Ростелеком в цифровизации нашего региона. Мы видим, как такие компании формируют будущее регионов, создавая не только технологии, но и новые возможности для людей. Отдельная благодарность Микаилу Гуцериеву за поддержку Академии цифрового развития, которая становится центром подготовки IT-специалистов для региона и всей страны. Благодаря его инициативам и вкладу мы наблюдаем реальные изменения в жизни людей, растущие перспективы и развитие цифровой экономики. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст IT-инсайдеры, следите за новостями и не пропускайте наши выпуски. Спасибо.